Чуть больше 2 лет Верховному суду Мордовии понадобилось для того, чтобы рассмотреть громкое уголовное дело в отношении лидеров и участников организованного преступного сообщества МАР-2. Их судьбу решала коллегия присяжных. Еще накануне Нового года она вынесла обвинительный вердикт и признала всех виновными. Вынося приговор, судья учитывал мнение заседателя. Оглашать решение он начал с 10 утра и закончил спустя 4 часа. Общий срок наказания всем подсудимым свыше 115 лет лишения свободы. Я напомню, на счету группировки рейдерские захваты, незаконный оборот оружия, вымогательство и убийство. Одно из самых громких — расстрел 26 августа 1997 года полковника МВД Виктора Лаврова. Офицер боролся с бандитским беспределом и пытался отстоять у бригадиров центральный рынок города. Заказчиками преступления правоохранительные органы считали лидера могущественного преступного сообщества Владимира Казанина. Этот факт и был доказан в суде. Долгие годы участники банды оставались неуловимыми. На их стороне была армия солидных адвокатов и информаторы. Тщательно подготовленные спецоперации правоохранителей проваливались в последний момент, пропадали свидетели и подозреваемые. Накануне последнего задержания еще в 1999 году неожиданно исчез и лидер ОПГ Владимир Казанин. Его обязанности в Саранске почти 10 лет исполнял Вячеслав Маковчук. Позже выяснилось, что всю оперативную информацию бандитам передает замначальника криминальной милиции Сергей Коцубинский. По версии следствия, за передачу оперативной информации, то есть за осведомление лидера преступного сообщества Казанина о проводимых спецоперациях, в то время Казанин был в международном розыске, ежемесячно Коцубинский получал через посредников от Казанина денежные средства. Всего, по версии следствия, ему было передано около 3 миллионов рублей. Сергея Коцубинского арестовали в 2008-м при получении взятки в 250 тысяч рублей. Эта сумма была ежемесячным денежным вознаграждением за секретные сведения. Далее последовала череда других задержаний. В Саранске арестовали Вячеслава Маковчука, а в Москве Владимира Казанина. Внимание прессы было приковано к 3 подсудимым. Это Сергей Коцубинский, тот самый полковник милиции, а также Владимир Казанин, лидер ОПГ, и его заместитель Вячеслав Маковчук. В итоге Верховный суд приговорил Коцубинского к 7 годам 4 месяцам лишения свободы, наложил арест на его имущество и лишил звания полковника милиции. Владимир Казанин проведет за решеткой 14 лет, а вот его заместитель Вячеслав Маковчук получил 20 лет в колонии строгого режима.